Сегодня мы продолжим эту тему, которая называется «Две стороны медали». Мы разберем одно слово, которое может звучать одинаково, но нести двоякий смысл, иметь совершенно противоположное значение. 2 Царь, 6 глава, 7 стих. Мне так нравится, как это место Писания переведено. Здесь написано так: «Господь воспылал гневом на Узу». Помните Узу? Это не царь, это был парень, который, к сожалению, он не имел права прикасаться к ковчегу Божьему, но когда они перевозили ковчег, по глупости людей, ответственных, этого человека поставили перевозить ковчег. Хотя он не имел права вообще прикасаться к ковчегу. И в тот момент, когда Библия говорит, повозка наклонилась с ковчегом завета. Помните эту историю, кто читал? Повозка наклонилась, ковчег должен был упасть. И этот человек прикоснулся к ковчегу, к которому должен был прикасаться только человек из колена Левия. Только священнический потомок. И Библия говорит, Бог поразил его там за дерзновение, и он умер там у Божьего ковчега. Вот здесь есть очень интересное слово «дерзновение». Когда я посмотрел в оригинал, там есть такие иероглифы. Это иврит, я так понимаю. Вот какие-то такие вот. Здесь это слово имеет такое значение, как дерзость, пренебрежение или своеволие. Человек, который в таком виде дерзновения находится, это дерзкий, надменный и оскорбительный человек. Другими словами, есть дерзновение, которое Богу вообще не по сердцу. Это вообще не нравится его сердцу, потому что за этим стоит человеческое своеволие, пренебрежение и дерзость. И вот именно здесь этот человек сделал то, что он не имел никакого права делать. Он отнесся к Божьему совершенно по-человечески. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на это слово дерзость и дерзновение, разобрали некоторые вещи для себя, поставили эти вещи, скажем так, разложили бы эти вещи по полочкам и правильно бы относились к Божьему или к Богу, и правильно бы относились к этому слову. У нас есть второе место Писания, и к этому месту Писания у меня есть перевод как раз-таки слова, которое там стоит. Это Числа 14 глава, 44 стих. Там написано, что они дерзнули подняться к вершинам на горе. И опять-таки история очень интересная. Это когда ребята без Бога пытались одолеть своих врагов. После того, как, помните, Моисей упрекал их. Там даже, мне кажется, не Моисей был. Моисей, Иисус Навин, они упрекали их за то, что они не захотели вовремя пойти и сразиться с этими людьми. И Библия говорит, после того, как они пережили этот упрек, они дерзнули подняться к вершинам на горе, хотя ни ковчег с Господнего завета, ни Моисей не покидали лагерь. Другими словами, Бог не двигался, а они пошли. Бог их не посылал, а они пошли. Бог сказал, оставайтесь уже на месте. Раз вы выбрали такой путь, оставайтесь. Но они решили дерзнуть и без Бога делать какие-то вещи. Вот здесь интересно, слово «дерзнули», оно переводится как дерзкий, надменный, напыщенный, самонадеянный и оскорбительный. Знаете, вот это вот состояние очень интересное. Когда ты внутри себя, ты понимаешь, что мне в принципе Бог не нужен, я могу сам. Мне в принципе Бог не нужен. Я уже опытный, я уже знающий. Это внутреннее состояние, дерзость перед Богом. Это внутреннее состояние, когда мне кажется, что я могу жить и строить свою жизнь, семью, бизнес, церковь. Могу это делать вне Христа и без Христа. В глазах Бога это такое состояние, которое называется дерзость. Это состояние, когда ты просто выказываешь Богу свою самонадеянность. И ты говоришь, мне вообще Бог все равно, что ты там думаешь, что ты там говоришь, какие твои планы, какие твои пути. У меня есть моя идея, у меня есть мои пути, и я буду ими двигаться и ими идти. Знаете, вот это вот состояние, люди некоторые говорят, ну ничего страшного, это просто состояние, когда мы все еще не знаем Бога. Ничего страшного, это все еще состояние таких младенцев. На самом деле это очень страшное состояние, когда мы ведем себя по отношению к Богу, как кому-то, в ком мы не нуждаемся, кому наше сердце на самом-то деле не принадлежит. И мы говорим, Бог, ты живи своей жизнью, а у меня есть своя жизнь. Ты живи своими проблемами, а у меня есть свои проблемы. Ты решай их так, как ты это видишь и понимаешь, а я буду решать так, как я это вижу и так, как я это понимаю. Знаете, по мне так, это дерзновение, оно вытекает из
состояния первого, про которое мы говорили, из упрямства. Когда мы понимаем, что хочет Бог, но мы делаем по-своему. Когда мы понимаем, какие планы у Бога, но мы говорим: Бог, но это твои планы. У меня есть моя жизнь, я знаю и вижу, как лучше реализовать ее. Знаете, вот это вот состояние, оно чаще всего приводит к большущим проблемам. И мы потом и об этом тоже поговорим. Еще одно место Писания. Книга пророка Малахии. 3 глава. Здесь написано так: «Вы произносили жестокие слова против меня, говорит Господь». Но в синодальном переводе, если вы посмотрите, там написано «дерзкие слова». Вы произносили дерзкие слова. Вот как люди могут дерзко вести себя перед Богом? Он говорит: вы произносили дерзкие или жестокие слова передо мной. И вы говорите: а что мы такого сказали против тебя? Вы говорили: служение Богу тщетно. Что мы выгадали, исполняя Его уставы, и ходя со скорбными лицами перед Господом сил? Теперь мы считаем счастливыми гордецов. Злодеи не только преуспевают, но и остаются невредимыми, даже когда бросают вызов Богу. В то время боящиеся Господа говорили друг с другом: Господь внимал и слушал, и записывалась перед Ним памятная книга о тех, кто боится Господа и размышляет о Его имени. Они будут моими, говорит Господь сил, моим драгоценным достоянием в тот день, когда я буду действовать. Я пощажу их, как отец щадит сына, который ему служит. Тогда вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит. Вот знаете, вот здесь Бог говорит: дерзостные люди или люди с дерзостными словами. Это люди, которые говорят пред Богом. Они говорят пред Богом такие слова: ну и что толку служить тебе? Ну и что толку ходить там в эти собрания? Ну и что толку? Вот, мать, вот ты мне объясни, ты ходишь и ходишь, из года в год ходишь, и что у тебя поменялось? Это люди, которые внутри, их можно назвать такие, знаете, христианские религиозные циники. Когда дело касается слов Божьих, эти люди начинают насмехаться, эти люди начинают говорить: ну и что толку? Вон, знаю того, знаю этого, знаю третьего, десятого. И эти люди, зная, что они говорят сейчас свои слова против Бога, они не боятся дерзить в лицо всемогущему. Сколько людей таких встречаешь? Сколько людей таких сидят в церквях? Сколько людей таких встречаются на пути? Они говорят: ты все еще ходишь туда, в эту свою тусу. Ты все еще там. И когда ты смотришь на этих людей, ты видишь пренебрежение, оно просто сквозит из их уст, оно сквозит вот через все их отношения. И эти люди не понимают, что, открывая свои уста, они говорят не на церковь, они говорят не на людей, они говорят на всемогущего Бога. Это люди, у которых нет вообще страха Божьего. И все, что они, знаете, вот все, что они достигли, им кажется, это что-то такое великое, в чем они преуспели. А Бог — это что-то ничтожное там на небесах со своими планами. И я, знаете, кто я? Я тот, который могу сразиться с Богом и поразить, и победить этого вашего Бога. Сколько ты встречаешь таких людей, которые как тот самый дядька на «Титанике», который осматривал перед первым рейсом этот гигантский корабль. Это чудо света того времени, чудо человеческого рукоделия. И он сказал, да, чудо человеческого гения ума человеческого. И он сказал: даже сам Бог не сможет потопить наш корабль. Даже сам Бог не сможет сегодня ничего сделать с нашим кораблем. И все мы знаем историю «Титаника». И знаете, все эти люди, которые сегодня открывают свои уста, это могут быть твои близкие люди. Это могут быть люди, которых ты случайно встретил. Это могут быть люди, которые когда-то были в христианской церкви. Это могут быть люди, которые выросли даже среди христиан. И они начинают говорить своими устами на верующих, на собрания, на церкви. Останови этого человека. Скажи: твои слова дерзостны сегодня не в моих даже глазах, а в ушах Божьих. И Бог не попустит этим словам остаться безнаказанными. Знаете, это состояние, когда ты внутри своего сердца, ты не просто показываешь свое превосходство над Богом, ты не просто показываешь, что без Бога ты можешь всего достичь на этой земле, что Бог тебе не нужен. Ты надсмехаешься, надмеваешься над всем тем, что ценно для Бога, для Его церкви и для Его народа. И Бог говорит: дерзостны для меня эти слова. И я покажу разницу между тем, кто сегодня дерзит
предо мной и между тем, кто сегодня по-настоящему является моим сыном. Друзья, знаете, вот это состояние дерзости, сегодня в мире это очень ценится. Это кто такой? Это чмо, это ты. И знаете, вот этих людей встречаешь, и он дерзкий в своих глазах. И эти люди чаще всего, они, знаете, вот им кажется, что они непобедимы, они всемогущие, они бессмертные. Но как однажды мне в моей юности, когда я был очень дерзкий, мне один умный человек сказал: на тебя всегда найдется более дерзкий. И если ты какой-то крутой, на тебя найдется всегда более крутой. И если ты с палкой, на тебя найдется всегда кто-то с арматурой. И если ты с арматурой, найдется на тебя кто-то с ножом. Если ты с ножом, на тебя всегда найдется кто-то с пистолетом. И всегда ты свою дерзость или за свою дерзость ты будешь расплачиваться. Знаете, это состояние, которое сегодня этот мир ценит. Люди удивляются, они говорят: вот какой дерзкий братан, вашпе. Бог говорит: это мерзость в моих глазах. И я за эту дерзость взыщу. И знаете, я, прежде чем буду говорить про дерзновение сейчас, я хочу, чтобы мы на одну картинку посмотрели. В этом году я видел оригинал Рембрандта. Прям чувствуешь себя немножко одухотворенным или немножко окультуренным после этого. Вот эту сцену знаете? Возвращение блудного сына. Помните эту историю? Давайте прочтем. Вот просто я хотел бы прочитать вместе с вами эту историю. Евангелие от Луки, 15 глава, с 12 стиха. «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Сразу вопрос: что здесь не так? Я хочу, чтобы вы поняли, какая наглость. Он приходит к живому отцу. Библия говорит, что по законам Старого Завета или Ветхого Завета дети получали наследство после смерти отца. Представьте себе, какая наглость! Либо он внутри своего сердца, для него отец уже был мертв, он его уже похоронил. Либо для него отец ничего не значил, и он его вообще ни за что не ставил. Типа: тебе это не надо, мне это сейчас важнее. Этот человек приходит с таким наглым, с таким дерзким, с таким просто беспардонным отношением к тому, кто его вырастил, к тому, кто о нем заботился, к тому, кто отдал ему все самое доброе. Знаете, вот как у нас и у тех ребят из еврейского народа всегда же было все лучшее детям. И у нас до сих пор мы живем этими традициями, все лучшее детям. Сам не съел тортик, ребеночка накормил. Сам велик себе не мог купить, ребеночку зато купил велик. Там у самого какой-нибудь Xiaomi, ребеночку надо iPhone купить, чтобы ему достойно себя чувствовать в школе. И т.д. и т.п. Мы же все, вот такие. И вот этого ребеночка точно так же воспитали. Но что-то пошло не так. Этот человек совершенно странным вырос. И его сердце было совершенно беспардонным по отношению к отцу. И причем, знаете, некоторые люди говорят: наверное, такое воспитание. А здесь вы же помните, Бог проводит параллель. Здесь не просто отец. Он сравнивает Отца Небесного с этим отцом. То есть у Отца Небесного бывают такие дети. Отец Небесный — это эталон отцовства. Но иногда вырастают такие странные дети у Отца Небесного. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны. Очень предприимчивый парень. Вы знаете, вот своими силами мы все придем туда. Библия говорит: тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Вот все, что мы можем добиться своими силами. Ребят, до тех пор, пока мы не отображаем, что вот все, что могут мои руки, это просто пасти свиней и быть со свиньями. Это вот все, это весь мой удел человеческий. До тех пор, пока в моей голове живет какое-то вот это внутреннее понимание, что я могу чего-то добиться, я могу кем-то стать, мне Бог не нужен, я сейчас сам своими силами. Все, к чему мы приходим, это всегда свиньи. Я помню однажды, когда я много лет уже был верующим, я встретил своего старого друга. И знаете, мы с ним сели, мы общались, и он говорит: Денис, ты сколько лет верующий? Я говорю: уже 15 лет, наверное, верующий. Я был пастором церкви в тот момент, и он жил в том районе, где была эта церковь. Он говорит: прикинь, я эти 15 лет 4 раза сидел. 4. Он говорит: меня освобождали, через короткое время опять закрывали. Через какое-то время я освобождался, потом опять промежуток между отсидками был не длинный.
И он говорит, ты 15 лет верующий, я 15 лет сидел. Я говорю, самое время для тебя вместе с Богом начать строить жизнь. Потому что то, что ты сегодня построил, это результат твоей самонадеянности. Это результат твоей упования на твои собственные силы, на твои собственные возможности. Я говорю, начинай строить с Богом. И он какое-то время ходил на собрания. Я помог ему там устроиться в бригаду с верующими. Я опекал его как мог, просил ребят из церкви, чтобы они его опекали. И в какой-то момент он приходит и говорит, слушай, Денис, спасибо тебе типа за все, что ты там сделал для меня. Мне было приятно, что ты оказал мне там уважение, почтение. Но у меня мать очень старая, и я хочу для последних ее дней жизни сделать чудо для нее. Я сам хочу чего-то добиться и показать, что я вот всего добился. История закончилась очень печально. Я его уговаривал, я говорю, ты уже вот до сегодняшнего дня без Христа, ты уже видишь, чего ты добился. Оставь эту идею, оставь эти мысли, что ты что-то можешь кому-то доказать, матери или каким-то другим людям, или даже самому себе. Оставь эту идею, начни строить свою жизнь с Богом. Он сказал, не надо, я сам хочу построить свою жизнь, чтобы мать моя увидела, что я стал человеком. Жизнь закончилась очень быстро и очень печально. Я не буду рассказывать подробности. Но знаете, для меня это все были уроки. Это уроки, которые я брал вот из этого места Писания о блудном сыне. И там дальше интересное состояние происходит с этим парнем. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней. Но и тех ему не давали. Зачем ты там работаешь? И опомнившись, он сказал, сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. И дальше там такое интересное место Писания. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему, отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков. Вот здесь интересно. К нему приходит какое-то осознание того, кто его отец. И он вдруг набирается настоящей смелости. Это то, что Библия называет дерзновением. Настоящее дерзновение – это смелость сделать какой-то правильный шаг, даже когда ты в болоте. Это смелость признать, что я был неправ. Знаете, какая смелость нужна, когда ты со свиньями признаться, что это не самое лучшее общество в твоей жизни, куда тебя Бог вел на самом деле. Это свиньи. Это не самая для многих лучшая возможность признать, что сегодня я в проблемах, что сегодня у меня что-то идет не так, что с моей семьей что-то не так, что с моей духовной жизнью что-то не так. Смелость на это нужна. Это и есть настоящее дерзновение. И вот этот вот парень, он набрался смелости, набрался мужества, он набрался дерзновения, и он пошел к отцу своему. И он сделал правильные решения, он сделал правильные шаги. Знаете, он начинал как дерзкий. Он начинал как надменный, самонадеянный человек. Но когда он пришел к отцу, он набрался смелости, и он пришел с дерзновением к нему. Он сказал, отец, я был неправ, грешил против тебя, грешил против неба. Прими меня обратно. Вот это и есть то самое дерзновение, которое Бог желает, чтобы в жизни каждого из нас это росло и культивировалось. Но между дерзостью и дерзновением, согласитесь, есть период. Есть целый путь. Это увеличенная картинка того, что мы видели первый раз. Это та же самая картина Рембрандта. Но обратите внимание на эти ножки. Обратите внимание, как этот Рембрандт, он красиво нарисовал обувь, с которой этот человек пришел. Что здесь не так с этой обувью? Ботинки превратились в кроксы, в сланцы. Здесь этот человек, он ушел. Представьте себе, он из обеспеченной семьи. Он ушел с кучей денег. Но он пришел обратно, потрепанный, разбитый, униженный. Он пришел обратно, на нем была не обувь, а какая-то ерунда. Даже не знаю, как это назвать. Обноски. Он пришел, я думаю, от него воняло свиньями. Он выглядел сам как свинья, потому что с кем поведешься, от того и наберешься. И его ботинки, знаете, я вот сидел в Эрмитаже, я смотрел на этого Рембрандта. И вот все, что я вынес из этому путешествию по Эрмитажу, это вот эти ботинки. И я понял, что от дерзости до дерзновения должны быть вот такие ботинки. Друзья, если у вас сегодня дерзкие дети, наглые, дерзкие дети, и вы не знаете, что с ними делать, не поощряй его, не понукай ему, не поддакивай ему. Позволь ему прийти к тебе в таком состоянии.
Если сегодня ты за кого-то молишься, и этот человек говорит: да не молись за меня, мне не нужна твоя секта, мне не нужны твои там идеи об этом Боге, я сам буду что-то делать. Но ты молишься за него, не молись о том, чтобы у него что-то получилось. Скажи: Бог, пусть он придет к тебе в таких ботинках. Потому что только вот этот вот промежуток, когда человек из преуспевающего становится внутри разбитым, раздавленным, разрушенным, и он понимает: только с Отцом я мог преуспевать, сам по себе я чмо последнее в кроксах. Если к нему не придет такое осознание, он так и не станет, вместо дерзкого человека, он так и не станет дерзновенным человеком. Вот этот путь позвольте людям пройти. И дай Бог, чтобы сегодня каждый из нас, мы осознавали, что когда мы пришли ко Христу, мы вот такие пришли. Мне нравится история одной женщины, когда она читала 1 Коринфянам, и она слышала это в проповедях, что не мудрых призвал Господь, не сильных. Помните, апостол Павел рассказывал эту историю? А он ни благородных, ни богатых, ни сильных, ни мудрых призвал. Ее это так возмущало всегда. В смысле не мудрых призвал? У меня 2 высших образования. Я получила там вот такое образование, вот такое образование. Меня чтили в мире. Ее всегда это так напрягало, и так она раздражалась от этого места Писания. Но мы должны, приходя к Богу, стать как те самые блудные дети, которые понимают: вот кто я без Бога. Вот куда я приду без Бога. И только это рождает истинное почтение, уважение и настоящее дерзновение к Богу. Что такое быть дерзновенным? Я хочу посмотреть слово, которое говорит о дерзновенности. Слово дерзновение с греческого языка. Это открытость, откровенность, прямота. Это смелость, уверенность и твердое упование. Знаете, когда мы говорим о дерзновении в отношениях с Богом, о дерзновении, которое сегодня Бог хочет, чтобы это было в церкви, это мое понимание того, что сделал Христос на Голгофе. Это мое понимание прав, которые я получил как Его Сын. Это мое понимание того, что Бог для меня совершил, сделал, и я пользуюсь этим не благодаря своей силе, а благодаря Голгофскому кресту и благодаря той жертве, которая однажды была принесена ради меня. Послание евреям, синодальный перевод я читаю, 4 глава, 16 стих. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему поэтому? Потому что сделал Христос для нас. Потому что Он умер, потому что Он заплатил цену, чтобы каждый из нас, мы не просто с пинка заходили в дверь Божию, а Он открыл нам своей смертью эту дверь. И мы сегодня открываем эту дверь, потому что у нас есть это право, как у детей Божьих. Это есть смелость и дерзновение. Ты приходишь сюда. Многие люди, знаете, вот это другая крайность непочтения Бога. Когда Бог говорит: я сделал тебя святым, достойным, я сделал тебя человеком моим, я сделал тебя избранным. А ты внутри сидишь и говоришь: Господи, я недостоин. Я там последний человек в этом мире, кого бы надо было бы найти. Я последний человек, ради которого надо было бы умереть. Мы уничижаем эту жертву, и мы не можем прийти к Богу с дерзновением, потому что мы не соглашаемся с тем, что говорит Слово Божие. Ребят, я хочу, чтобы мы как церковь, мы были дерзновенной церковью. У тебя есть право сегодня поднимать руки к небесам, молиться, вопить, и Бог тебя слышит, отвечает на твои молитвы. У тебя есть сегодня право приходить к Нему как к моему отцу, к своему отцу, которого ты называешь мой папа, которого ты называешь Ава, Отче. Ты говоришь: ты меня слышишь, ты меня любишь, ты меня принимаешь. На мои молитвы ты отвечаешь. У тебя есть такое дерзновение не благодаря тому, что ты добился или ты сделал, благодаря Голгофскому кресту. Это и есть смелость и дерзновение. Приходя сюда, когда первые аккорды музыки играют, ты начинаешь вопить эти песни, потому что твое сердце таким образом показывает, что я вхожу сейчас в присутствие Божие. На это я имею право благодаря Голгофскому кресту. Друзья, не будем сегодня церковью, которая все чего-то боится, которая все стесняется войти в Божие присутствие. Смотрим на Таню, думаем: надо же, как она себя ведет. Она ничего не боится. Закрой глаза и тоже не бойся. Закрой глаза, оторвись от земли, скажи: я буду человек, дерзновенно прославляющий Бога. Богу это нравится. И Он хочет, чтобы мы не были дерзкими, но мы были смелыми, мужественными, дерзновенными. То, что касается Слова Божьего. Давайте еще одно место Писания. Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых. Войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через Его тело. Евреям 10 глава 19-20 стих. Что здесь сказано? Благодаря крови.
братья, я добавляю сестры, все мы имеем сегодня право, благодаря крови, смело входить в святое святых. У тебя проблемы, входи в святое святых. У тебя, Библия говорит, у тебя какие-то переживания, терзания душевные. Там написано, молись тогда. Если у тебя сегодня время сокрушения, молись. Что это значит? Просто открывай перед Богом, зная, что Бог слышит твои нужды, твои проблемы, Он их решит. Он решит твои проблемы. Потому что ты смело приходишь в святое святых. И не надо тебе искать какого-то брата. О, брат, я вижу, ты такой дерзновенный в Боге. Ты так молишься. У тебя такой аллилуйя голос. Я хочу так, чтобы ты помолился сейчас за меня. Потряси меня как-то. Вот как-то руки положи на меня. Не надо тебе, брата. Уже кровь Иисуса обеспечила тебе вход во святое святых. И ты имеешь дерзновение. И ты приходишь. И ты знаешь, Бог тебя слышит, отвечает и делает невероятное. Ефесянам 3:12. Здесь написано так. В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Свободно и уверенно приходить к Богу. Это то, что принадлежит сегодня церкви. И Бог говорит, не надо быть как человек глупый, который самонадеян. Но есть право, которое дано тебе самим Христом. И Он говорит, пользуйся этим правом. Приходи к Богу свободно, приходи к Богу уверенно. И пользуйся этой возможностью быть и называться Его ребенком, быть человеком, который сегодня пребывает с Ним. Знаете, друзья, так важно, чтобы каждый из нас, мы поняли разницу. И эта разница очень хорошо на блудном сыне видна. Одно дело быть самонадеянным, наглым. Одно дело быть человеком, который идет по головам. И другое дело пользоваться тем правом. Он вспомнил, что он сын. Он вспомнил, что у него есть право по рождению вернуться к своему отцу, и отец его примет. Он вспомнил, да, что он был неправ, и он пришел к этому состоянию, прошел этот период времени. Слава Богу, из-за того, что вы здесь, я уверен, что каждый из вас, вы прошли определенный период времени в своей жизни. Вы пришли к моменту, когда вы стали понимать, что у вас есть нужда в Боге. Но есть люди, вас окружающие. Есть люди, за которых вы молитесь сегодня. И они, может быть, только в самом начале, как блудный сын. Они наглые, они самонадеянные, они самодовольные. Они ведут себя так, будто бы Бога нет, а Он будет жить вечно, этот человек. И ему все равно, что вокруг происходит. И они ведут себя так, будто бы они сами боги. Не надо отчаиваться, не надо плакать и говорить, Бог, какой у меня тупой там сын вырос. Не надо, знаете, оскорблять этого человека. Просто знай, ты будешь молиться за его ботиночки. И он придет к этому состоянию. Он пройдет через все ситуации. Сначала кайфули у него в жизни, сначала веселье, огни этого мира. Потом все это заканчивается однажды. Потом он приходит к состоянию, что он такой крутой предприниматель. И его предпринимательство приводит его к свиному корыту. И все, чем он заканчивает, он приходит в себя в этих ботиночках. И все, что он может, он понимает. Вернусь к отцу своему. Позвольте людям, за которых вы молитесь, позвольте вашим детям, позвольте вашим близким, вашим родственникам, которые сегодня смеются над тобой, которые тебя прикалывают, которые говорят, ой, там ты все там в свою секту ходишь, деньги там себя доят, или еще какие-то вещи тебе эти люди говорят. Просто молись, позволь этому человеку дойти, как говорила одна женщина в моей жизни, дойти до ручки. Я могу сказать, дойти до ножки, дойти до ботиночек. Пусть это глубоко в нем произойдет. Пусть это произойдет так, чтобы человек понял, что все, что он может, это вот эти вот ножки иметь в этих ботиночках. Мне так нравится, друзья. Я не знаю, может быть, на заставку надо кому-то поставить. Когда ты молишься за своего ребеночка, Господи, так хочу, чтобы он в таких ботиночках ко мне вернулся. Господи, так хочу, чтобы вот мой брат, сват, дядька, за которого я молюсь, он пришел к состоянию, когда вот все, что есть в его жизни, это вот эти вот обноски, ботиночки, на которые смотреть страшно. Некоторые из нас, мы достаточно добрые люди, и наша доброта иногда гораздо больше, чем доброта Отца Небесного. Здесь, знаете, так интересно это все описывается. Ушел, иди. Написано, что он ему телеграммы отправлял? Нет. Переводы ему по Western Union делал? Нет. Звонил там, спрашивал, ребят, там позаботьтесь, если что, там вдруг мой дурачок чего-нибудь натворит, вы там как-то поддержите его. Не звонил. Если хочешь идти, иди. Свободен. Мы же в свободном мире, мы в свободной стране, мы в свободной церкви. Если хочешь идти,
Иди, я буду за тебя молиться. Некоторые правильно говорят: брат, только не молись за меня. Некоторые хитренькие такие, знаешь, уйдут и говорят: только не молись за меня. До ботиночек не все хотят дойти. Но жизнь приведет к этим ботиночкам. Если вдруг ты в себе периодически, может быть, замечаешь какую-то самонадеянность, не жди, пока эти ботиночки на тебя Господь наденет. Не жди, когда ты доберешься до состояния, когда там в обносках уже придешь к Богу. Просто говори: Бог, это не мое состояние. Я не хочу так жить. Я хочу быть человеком, который приходит к тебе с сердцем полным веры, жизни, радости, благодарности. Стань человеком, который не самонадеян, не дерзок перед Богом, не надмевается над Божьим Словом. Стань человеком сегодня, который говорит: Бог, раз ты так сказал, я так буду делать.